Добрый вечер, дорогие друзья! Снова с вами я, Юля, вечерняя Тува на телеканале Тува-24. Сегодня прекрасный день, День матери. Позвольте от всей нашей команды поздравить всех матерей с этим прекрасным праздником, пожелать вам всего самого хорошего, улыбки, счастья и, самое главное, крепкого здоровья. И сегодня у нас специальный выпуск совместно с Департаментом культуры, спорта и молодежной политики города Кызыла ко Дню матери. В гостях у нас прекрасная чечена-кыргыз и всеми известная мама троих прекрасных девочек Ариджей. Поаплодируем друг другу. Спасибо большое, что вы к нам пришли, уделили свое бесценное время. Что ж, первый вопрос. Расскажите, пожалуйста, о себе. Начнем с меня, да? Меня зовут Чечена-Кыргыз, мне 26 лет. Я мама двоих замечательных детишек. Есть дочка, ей 4 годика, ее зовут Аделина. Этим летом родила сына, зовут его Арслан. Ему сейчас 5 месяцев. Здравствуйте, меня зовут Ариджей, я мама троих прекрасных девочек, мне 30 лет, сама родом из села Мугураксы, мое детство прошло там. Я с детства достаточно такой самостоятельный ребенок, родители мои с 3 класса отправили учиться в Кызыл к родственникам. И по сей день я вот такая мама активная. Круто. Наверное, вас знает наша вся республика и, наверное, даже за республика, потому что за вашими аккаунтами сидят достаточно много людей, да. Как вы относитесь к этому празднику, День материнства? Ну, вообще, в целом, как относитесь к материнству? Материнство. Ну, став дважды мамой, я поняла, что материнство — это значит пожертвовать своим временем, молодостью, здоровьем, конечно же, красотой, но взамен получить от этих детей такую большую любовь, тепло, ну, и стимул развиваться и жить дальше. Я отношусь ко Дню матери уважительно, с почтением. В первую очередь поздравляю свою маму. Для меня это праздник. Это чувствительный праздник такой, как ты чувствуешь себя нужным в этот праздник. И мы всей семьей любим отмечать День матери. И хочется пожелать мамам, будущим мамам, настоящим мамочкам крепкого здоровья, много-много прекрасных моментов. И самое главное, взаимоотношения с детками, чтобы были уважительными. И все. Прекрасно. У меня вот вопрос к вам. Как материнство повлияло на вашу модельную карьеру? Хочется напомнить, друзья, Чечена у нас мисс всего, что можно было завоевать в нашем мире. Ну вот, как материнство повлияло на вашу модельную карьеру? Так, после рождения дочери я могла себе позволить участвовать в различных конкурсах, показах, потому что когда дочке исполнилось 4 месяца, я уехала учиться в Кемерово. Дочка осталась тут с моими близкими, с мужем. И вот они как-то привыкли к моему отсутствию, что я и сама не заметила, как она выросла. И на данный этап жизни этим летом я получила диплом, наконец-то. Успела родить сына, и я считаю, это летом для меня стало очень плодотворным. Сейчас я сижу, конечно, с малышом, потому что ему всего 5 месяцев. Так, у нас идет пока ремонт в своем помещении, собираемся открыть модельное агентство и планирую дальше работать в этой сфере. То есть ваше свое, да, модельное агентство. Круто. Скоро запишусь. Это не мое. А вот как вы решились вести блог своих дочек? Я напоминаю, это мать Виктории Дугер, да, всеми известной модельки. Она тоже у вас модель, да, насколько я знаю, не она, и вот все трое, да? Как вы решились вести блог этот большой? С самого начала у нас такого плана, чтобы стать популярными, такого не было.
Все началось в 2017 году. Я тогда сидела с 3 дочками, все время домашние дела, занималась ну, вот этими бытовыми. И как-то решила, в то время Инстаграм только-только развивалась в нашей республике, и я решила просто зарегистрировать Вику, тогда ей было 6 лет, и мы там снимали в основном видеоролики, где она рассказывает стихотворение, где она поет, и выкладывали красивые фоточки Вики. И с каждым днем все набиралось больше и больше подписчиков, и вот на данное время у нас 40 тысяч подписчиков. 40 тысяч подписчиков у маленькой девочки, между прочим. Я тут сижу, у меня 2000 подписчиков в Инстаграме. Ну ладно, потом как-нибудь со временем, может, я добьюсь такого же успеха, как Виктория. Да. Но, конечно же, мама, да, во всем помогла. Да. Мама, и сейчас, да, вы ведете Да. им блог, получается. И получается, я все свое время посвящаю блогу, развитию вот Инстаграма и своих дочек. А вот как они сами к этому относятся, к тому, что они такие популярные? Ну, я вот, например, нахожусь всегда за кадром. Меня практически нет в их страничке. Они очень любят популярность. Они очень любят, когда им подходят и спрашивают, можно ли с вами сфотографироваться. Вот, наверное, самый такой ребенок, который любит популярность, это Вероника, наша средняя девочка. Вот. Вот как вы думаете, если ваша дочка, да, или сын захотят также пойти в модель, вы их поддержите? Или... Конечно, поддержим. Как вы думаете, у вас дальше пройдет? Да, пройдет. Я сама лично помогу ей добиться еще высоких А если высот. вдруг она захочет быть, не знаю, программистом? Да, в любом случае будем поддерживать их. Мы такая современная семья. Современная семья, да. Девочка же вроде уже ходит, да, в модельное агентство? Нет, ей всего 4 пока. Еще 4, Ну, да. она начнет ходить в мое модельное агентство. Начнет ходить, уже все забронировано одно место. Хорошо. У вас такое красивое имя, Ариджей. Что оно означает? Как будто вы знаете имя русалки из мультфильма. Для самых родных и близких я Аржана, а по документам я Ариджей. Имя Ариджей означает гордый орел. Как сама птица орел, наверное, я тоже по жизни такая. С виду такая маленькая и хрупкая, но на самом деле я выносливая, стойкая, спокойная. Ну, расскажите, пожалуйста, о своих титулах, мисс, которые вы завоевывали, о себе расскажите. Так, с чего начнем? Ну, я помню, что вы были Дангна. Так, да, все началось в 2012 году, как только я вот окончила школу. Получила первый мой титул, это Дангана Улухемского Кажуна. Дальше пригласили на республиканский конкурс, там тоже завоевала и выиграла автомобиль. Извините, что перебиваю, где этот автомобиль? Автомобиль у родителей. Так, потом у меня титул мисс Центрасии, там тоже денежная сумма была $10 000. Так, сейчас вспомню. Слишком много, В 2016 году участвовала в монгольском конкурсе «Мисс монгольских наций», получила титул «Национальное достояние». Ну, уже после рождения дочери участвовала, это был 2018 год, «Мисс Юнион» проводилась в Кыргызстане, завоевала третье место. Ну и вот в прошлом году последний конкурс «Лицо Азии», который проводилась в Корее дистанционно. Ну вот каково быть лицом всей Азии? Знаете, я такая приземленная девушка почему-то оказалась. У меня нет такой звездности, я всегда простая. Это даже, наверное, хорошо, да? Да, вот люди здороваются, я отвечаю им взаимностью. Ну, даже забываю про свои титулы, если честно. Это очень мило. Ну, это понятно, что вы пришли к нам, да, в студию, хотя у вас, наверное, полным-полно времени. Ну вот, а популярность не мешает ли вашей личной жизни?
Вдруг вам хочется там семейного уюта, а тут везде камеры, да, можно сфоткаться, или какое-то мероприятие, обязательно нужно это снимать. Не хочется семейного, тайного, не знаю, уюта. Или можно перефразировать так: вы показываете, не знаю, 30% своей жизни в блоге, или 50%, или большую часть. Мы показываем меньшую часть. Меньшую часть, да. Потому что я сама не популярный человек, я всегда за кадром, и популярность не мешает. Не мешает, да. А вот дочки, как я... дочки нормально, да, к этому? Дочки любят, ага. Дочки любят. А каково быть матерью 3 девочек? Быть матерью 3 девочек — это, конечно, великое счастье, но в то же время это большая ответственность, огромный труд. А самое сложное время это было, когда мои дети были совсем еще маленькими. Тогда я училась, была студенткой, даже заканчивала академию, я была беременна, сдавала госэкзамены, будучи беременной 3-м ребенком. И все это время мне помогала моя мама. Я ей очень благодарна. По сей день она нас поддерживает, а любые наши начинания тоже поддерживает. Ну вот, я очень благодарна ей. Как мило. А сколько вы детей планируете вообще? Это вопрос ко Да, мне? и вам, и вам. Нет, мне пока достаточно двоих. Пока достаточно, да? Я хочу максимум 5 детей. Хочу еще 2 мальчика. Еще 2 мальчика. А у меня, наверное, мальчик и девочка, поэтому я уже все. А если судьба распорядится так, что 4-я тоже будет девочка? Нормально рожать? И 5-я тоже девочка. После 3-го там уже не важно, мне кажется. Да. А вы хотите мальчик и девочка, да, получается? Ну, наверное, ближе к 40 лет. А почему? 40 годам я, может быть, рожу. Почему? Пока надо работать, ну, чтобы дети хорошо жили, чтобы мы хорошо устроились в этом городе. Ну, хорошо, хорошо. В 40 лет спишемся, я проверю ваших детей. Я у вас проверю ваших 5, да, родились ли у вас мальчик или девочка, а у вас я проверю, что вы вообще хотя бы сделали ребенка. Вы мне обещали, да. Ну, вы тоже ведете свой Инстаграм, получается. Ну вот не мешает ли популярность личной жизни тоже? В личной жизни. Знаете, я, наверное, уже привыкла, потому что я еще открыла страницу эту еще вот давно, как только Инстаграм только-только создавалась, и я к этому привыкла. А вот мои близкие, например, вот мой муж, он так находит, он начинает волноваться, когда вот заходим куда-нибудь, ну, люди начинают так заглядываться, смотреть, а я уже привыкла к этому, а муж начинает, все, смотрит на тебя. Что происходит? Да. Ну, вообще, как вы относитесь к тому, что сейчас вот век такой современный, и почти все у нас в Инстаграме? Вот нормально ли это для вас? Конечно, нормально. Сейчас все зарабатывают в Инстаграме. Для вас тоже, да, нормально? Да. А то есть же такие, ну, грубо говоря, мамаши, да, которые там все спрятались, да, открыли фейк-аккаунты и живут сами там по себе. Ну да, бывают такие моменты, потому что бывают такие злые, агрессивные люди, я их боюсь, я реально боюсь. Бывает, вот прочитала там такой негативный комментарий или отзыв, и все, пропадаешь на неделю, на месяц. Перевариваешь все это. То есть к хейту, да, вы относитесь ранимо, да? Да, да, я очень эмоциональная личность. А вот вы не боитесь, что вот ваших девочек, допустим, сглазят, да? Или вы не суеверный человек? Суеверные. Суеверная. Мы, как сказать, мы часто посещаем Хуре, часто посещаем вот Ашкалар и всегда носим обереги. Это хорошо, мне кажется, из-за прилива плохой информации тоже аура такая становится. Ну, тоже так же негативные комментарии написали, и ничего не хочется делать дальше. В чем заключается блог ваших девочек? Наш блог – это моменты из нашей жизни. Я хочу дать им все самое лучшее. Я всесторонне развиваю их. Вот, например, Вероника – это очень энергичная девочка. Мы с ней записались на танцы, показываем, как она ходит на танцы,
А Виктория у нас ходит в тренажерный зал, занимается с тренером. Вот тоже показываем, как проходят тренировки, как проходят танцы. А младшая наша, она только занимается учебой. Ей не интересны танцы. Вот. Получается, три разные девочки, да. да. Сложно ли, когда они все разные? Мне кажется, если бы они все были одинаковые, да, купила там мячи, если занимаются спортом, и все, а тут прям все разные. Все разные, у всех разные таланты, вот. Сложно бывает иногда, да? Конечно, сложно. Мне надо успевать туда съездить, забрать со школы, покормить и отнести в кружки. Это очень сложно. Сложно. А у вас как? Вопрос. Просто? Нет, вопрос. А у вас как, тоже сложно ли, да? Вот 5 месяцев, 4 года. Чем старшая увлекается? Нет, она пока только в садик ходит. Не думаю, да? Но на самом деле... Мне кажется, она такая, как я, творческая девочка. Любит рисовать, петь, танцевать. Да, ну, также такая смышленая. И папа такой вышел из чата, да? Ну, да. Сын пока тихий такой, спокойненький мальчик оказался. А ваш муж нормально относится к тому, что вы прям такая мисс? Да, знаете, он меня всегда во всем поддерживает, я ему очень благодарна. А ваш муж вас поддерживает в этой сфере, то есть популярности? Он поддерживает девочек. Он тоже не любит камеры, боится камеры. Какими вы видите своих детей в будущем? Успешной. Ну, девочку Аделину вижу успешной девочкой. Главное, чтобы она была счастлива. Вот наша основная задача, чтобы моя девочка была счастлива. Где она будет работать, с кем она будет жить, нас это не волнует. Главное, чтобы она была счастлива. Сына, наверное, ну, я считаю, с воспитанием сына должен заниматься отец. И у него, надеюсь, это хорошо получится. Передаем вам привет, вы должны хорошо воспитать сына. А вы? Я вижу своих девочек в будущем счастливыми тоже, чтобы они были уверенными в себе, самостоятельными. И чтобы у них было самые такие лучшие человеческие качества, и чтобы они были внутренне свободными, чтобы они выражали себя свободно, без комплексов. И тоже, как сказала Чечена, тоже мне без разницы, какими они будут, какую профессию выберут. Я в любом случае их буду поддерживать. Я потом задам этот вопрос вашим девочкам, потому что есть такие родители, которые говорят: нет, ты будешь сдавать там историю, там, английский сдавай, иди туда работай. Ну, я у них спрошу потом. Мне кажется, в то время, вот в 2018, вот когда я заканчивала, да, вот, тогда родители были, вот мои родители сказали: ты будешь туда поступать, и я не имела своего мнения и поступила туда, куда они захотели. Вот. А со своими детьми я так не буду. Ну что, наша программа подходит к концу. Что вы можете пожелать нашим современным молодым мамочкам? Вы знаете, в нынешнее время все мамы стали такие современные, что уже начинают работать, когда дети очень-очень маленькие. Любят они развиваться. Поэтому пожелаю им везения в своей работе, успешной карьеры и, конечно же, крепкого здоровья. Я хочу пожелать всем мамам радостной атмосферы дома и больших-больших возможностей от жизни. Круто! Мне же захотелось быть матерью, да? Ну что, дорогие друзья, это была программа «Вечерняя Тува». Позвольте снова вас поздравить лично от меня, от нашей команды еще с этим прекрасным праздником, День матери. Всего самого хорошего. Обнимаю, целую. С нами была Чечена и Ариджей. Смотрите нашу программу «Вечерняя Тува» на канале ОТР по пятницам. Не пропускайте выпуски, поскольку у нас самые-самые интересные гости. Плодотворных выходных!